Здравствуйте! Время новостей на нашем канале. О важных событиях расскажем прямо сейчас. В связи с пандемией ученики продолжают учиться дистанционно. Учителя стараются монтировать видеоуроки. Внимание на экран. Тема урока – Константин Дмитриевич Бальмонт. Язык. Великолепный наш язык. На уроке познакомитесь с творчеством Константина Бальмонта, обсудите тему, идею стихотворения «Русский язык». Дескрипторы определяют тему, идею, находят художественно-изобразительные средства. Талантливый русский поэт Константин Дмитриевич Бальмонт родился в семье небогатого помещика. Мать Бальмонта ввела будущего поэта в мир музыки, литературы, истории. Читать будущий поэт научился самостоятельно в 5 лет, подсматривая за матерью, которая обучала грамоте старшего брата. Окружающим он нередко казался высокомерным гордецом, но близкие, хорошо знающие его люди отмечали в нем удивительную детскость и доброту. В молодости ему часто приходилось голодать, но он мог отдать любому незнакомцу последнюю корку, последнее полено. Светлым, жизнеутверждающими всегда были его стихи. Поэт долгое время вынужден был жить за границей. Он много путешествовал и побывал во многих странах, и где бы он ни был, всегда тосковал по родине. Свои чувства он выразил в стихотворении «Русский язык». Сейчас послушайте это стихотворение в исполнении одной ученицы. Страница 93, упражнение 2. Язык, великолепный наш язык, речное и степное в нем раздолье, в нем клёкот орла и волчий рык, напев и звон и ладан богомолья. В нем воркование голуби весной, взлет жаворонка к солнцу выше, выше, березовая роща, свет сквозной, небесный дождь, просыпанный по крыше, журчание подземного ключа, весенний луч, играющий по дверце, в нем та, что приняла не взмах меча, а 7 мечей в провидящее сердце. И снова ровный гул широких вод, кукушка, у колодца молодицы, зеленый луг, веселый хоровод, канун на небе, в черном бег зорницы, костер бродяг за лесом, на горе про соловья-разбойника былины, ау в лесу, светляк в ночной паре, в саду осеннем красный гроздь рябины, саха и серп, звенящую косой, 100 зим в зиме, проворные салазки, бежит совраска с мирной рысцой, летит рысак конем крылатой сказки, пастуший рог, жалейка до зари. Родимый дом, тоска острее стали, здесь хорошо, а там, смотри, смотри, бежим, летим, уйдем туда, за дали. Подснежник наш всегда прорвет свой снег, в размах грозы сцепляются зорницы. К Царьграду не ходил ли наш Олег? Не звал ли в полночь нас в полет жар птицы? Поняв, что речь речного серебра не удержать в окованном вертепе, пойдешь ты в путь дорогу Петра, чтоб брызг морских добросить в лес и в степи. Гремучим сновиденьем наяву ты мысль и мощь сольешь в едином хоре, венчая полноводную Неву с янтарным морем в вечном договоре. Добросил ты свой гулкий табор стан, свой говор златозвонкий, среброкрылый, до той черты, где Тихий океан заворожил подсолнечные силы. Ты вскликнул: Пушкин, вот он, светлый бог, как радуга над нашим водоемом. Ты в черный час
уместишься в малый вздох, но завтра встанет с молнией и громом. Определяем тему, идею, находим художественно-выразительные средства, эпитеты, метафору, сравнение. Записываем в тетрадь. Перед вами возможные варианты ответа. Тема, идея, эпитеты, сравнения, метафора. Сверьте свои задания, допишите, добавьте, исправьте. Самостоятельно еще раз прочитайте стихотворение «Русский язык», подготовьте выразительное чтение. На этом наш урок окончен. До свидания. До новых встреч.